time. Do you feel it? Listen to the sound of heart beating. We're standing at the edge of story, and the dreams come true. Yeah. So we can change a life for better. It's time to rise and shine forever. This is all we've got. Together we're stronger, strong like never. We are free, play with us. Show the world 7 stars. Raise your hands up in the sky. Sing that song away with us. Информационный вечер на канале Абхазского телевидения продолжает еженедельная передача Айзера. Как и прежде, мы работаем в прямом эфире. Мы заранее анонсировали изменения в формате нашего телепроекта. Теперь это не только актуальные беседы с активистами политических партий. Какова тема обсуждения, таковы и гости в студии. Сегодня поговорим о предстоящем чемпионате Европы по футболу по версии КОНИФА. Итак, мы начинаем. Уважаемые друзья, добро пожаловать в нашу студию. Считанные дни остаются до начала чемпионата Европы по футболу по версии КОНИФА. Наша национальная сборная активно тренируется и готовится к поездке на Северный Кипр. Именно там в этом году пройдет чемпионат. Хотелось бы узнать у вас, какие изменения произошли в составе нашей национальной сборной, с кем предстоит играть в группе и будет ли у наших болельщиков возможность выехать и поддержать своих футболистов на Северный Кипр. Итак, начнем. Я думаю, предоставим слово вначале Дмитрию Пагава, вице-президенту КОНИФА. Я хотел бы, уважаемые телезрители, представить наших сегодняшних собеседников. Те вопросы, которые я озвучил, мы собираемся задать следующим нашим собеседникам. Итак, Инал Хашик, журналист. Астамур Адлиба, президент футбольного клуба «Динамо», Дмитрий Пагава, вице-президент КОНИФА, как я уже сказал, Лаша Когоня, футболист, член национальной сборной по футболу, Дмитрий Картава, тоже футболист, член национальной сборной, и Беслан Аджинджел, главный тренер национальной команды Абхазии по футболу. Дмитрий, пожалуйста. Добрый вечер всем. Как наш уважаемый ведущий сказал, осталось считанные дни. Национальная сборная готовится, все сборные, в принципе, готовятся к хорошему, красивому футболу на чемпионате Европы, который состоится с первая игра 5 июня по 11 июня. Дмитрий, первая игра уже нашей национальной сборной или в целом первая игра чемпионата? Мы играем первую игру 5 числа, открытие 4-го, 5-го первая игра уже у нас состоится. Со сборной Осетии. У нас каждый день игры. Осетия, потом Карпаталия,
команду сборную, которую мы пока еще не видели, не знаем. На чемпионате она первый раз будет участвовать. Вот. Ну и третья игра у нас 7 числа с хозяевами чемпионата. То есть, я понимаю, 4 команды, да? Да. Вот. Ну, в целом подготовка идет. Мы ездили на Кипр в марте месяце, смотрели, как они готовятся к чемпионату, условия, то есть, трансфера, проживания. Ну и, конечно, самое главное — это поля. Вот, стадионы, поля, подготовка в целом проходит у них довольно-таки так, организованно. Дмитрий, Готовы принять все 8 сборных, и включая болельщиков. А мы можем перечислить эти национальные команды? Падания, Южная Осетия, Северный Кипр, Абхазия, а в другой группе кто? В другой группе, значит, у нас в другой группе у нас играет остров Айл-Омен, это англичане, сборная Ницца, вот, потом Падания тоже в другой группе. Падания у нас в другой Падания группе. В другой группе у нас Падания. И последний это у нас Это венгры. венгры, да, Шекейский край. Шекейский край, да. Ну, как и в Абхазии, в 2 городах проходил чемпионат. Гагра, Сухум, также и будет на Северном Кипре. Или в одном городе? В одном Нет, месте? у них будет 4 городах. Да, Понял. 4 Спасибо, города. Дмитрий. Перейдем к Беслану. Беслан, скажите, как моральный дух нашей сборной? Он всегда был на высоком уровне, и тем не менее, оцените состояние команды. В этом году тоже, я думаю, мы вас не подведем. Мы начали подготовку с 22 числа. Все ребята, кого мы хотели видеть на этом сборе, нельзя сказать, что все приехали, но все это дело времени. Процесс идет, кто-то подъезжает чуть побольше, потому что есть объективные причины. У кого-то проходит свой чемпионат, как, например, Андрей Хагуш у нас, наш капитан, он играет в переходных матчах на сегодняшний день, поэтому он подъедет чуть-чуть попозже. Мы не сомневаемся в его квалификации, поэтому он в любом случае остается нашим капитаном и игроком, который будет представлять национальную сборную на этом чемпионате. Беслан, все-таки делается ставка на местных наших футболистах или все-таки делается упор на легионерах, которые представляют российские клубы? Так, в принципе, вопрос нельзя ставить. У нас есть в нашей сборной представлены игроки, которые представляют чемпионат Абхазии, игроки, которые представляют другие чемпионаты, тоже чемпионат России, поэтому здесь мы не можем определять, игрок будет играть в сборной или не будет играть только потому, где он играет, скажем так, в Абхазии, либо в любой другой стране. Все зависит от него, как он будет готов к этому чемпионату. А что касается Лаши и Дмитрия, мы можем сегодня с полной уверенностью сказать, что они попадут в основной состав команды? Лаша и Дмитрий являются такими же кандидатами в национальную сборную, как и все остальные. У них точно такие же шансы попасть в нее или не попасть. Все зависит только от них. Скажите, и все-таки, когда мы будем знать окончательно сформированный список? Я вам скажу, мы будем знать это 3 числа в 13:00. 13:00. Инал, хочу перейти к вам. Я периодически буду это делать, потому что вы у нас сегодня выступаете в роли независимого эксперта. Скажите, Инал, каковы шансы абхазской сборной? Ну, учитывая, что мы чемпионы мира, Действующие. а в футболе сегодня боевластие, да, немцы чемпионы ФИФА, да, мы в КОНИФА, так что, в принципе, пока между нами какого-то объединительного победителя не было, но это я шучу, конечно, но тем не менее мы по-любому числимся среди фаворитов, и вот здесь до эфира мы разговаривали с Бесланом, Беслан говорит, киприоты вот готовятся, для них фавориты номер 1 это сборная Абхазии, и они уже давно готовятся к этому чемпионату и хотят обязательно победить. И, естественно, после того, как мы в прошлом году здесь с блеском отыграли, естественно, мы еще долго будем быть таким хорошим раздражителем для любого соперника. Инал, вы посещали все матчи в рамках чемпионата мира прошлогоднего. Скажите, кто еще может попасть в тройку сильнейших, в 5 сильнейших? На кого можем ориентироваться? Сейчас Может, есть какие-то серые лошадки? Сейчас сложно сказать, конечно, за год очень много чего может поменяться, и все-таки то был другой турнир, чемпионат мира, это чемпионат Европы, и там не все сборные, которые играли, там играют сейчас. Но по тому составу, если отталкиваться от прошлогоднего, то, конечно, у киприотов хорошая сборная. Падания
тоже неплохая. И я думаю, в принципе, осетины, учитывая то, что Южная Осетия может спокойно как бы пользоваться плодами школы там, Северной Осетии, да, а в Северной Осетии прекрасная футбольная школа, и там они могут, я думаю, как бы набрать очень боеспособную команду. То есть, кстати, в турнире 2016 года Южная Осетия не была представлена. ну, там так получилось, что она не попала, но здесь она тоже будет среди очень таких одних из главных фаворитов, я так думаю. А давайте мы вспомним все-таки, как Северный Кипр, мы очень много об этой команде говорим, какое место по итогам прошлогоднего турнира она заняла, что там было у них? Дмитрий? Четвертое место они заняли. Вот. Они выглядели тоже достойно, но четвертое место тоже результативное, ряду с 12. Да. Астамур, скажите, пожалуйста, что касается футбольного клуба «Динамо», ваши представители попали в национальную сборную? Ну, как сказал наш старший тренер, пока еще неизвестно, кто попал в команду, кто не попал в сборную, поэтому сложно пока это сказать. Но 2 представителя Сухумского «Динамо» тренируются вместе со сборной, и я, конечно, очень надеюсь, что они будут принимать участие. А вот скажите, какой-то подъем, вы возглавляете один из самых престижных и авторитетных клубов в нашей стране, футбольный клуб «Динамо». Вот прошлогодний триумф абхазской сборной способствовал тому, что молодежь, дети пошли в футбол? Есть какая-то тенденция, динамика? Вы знаете, вообще, я хочу сказать такую вещь. Вообще идея создания этого чемпионата, она в этом и заключается, чтобы как-то поднять уровень нашего чемпионата, так как мы все-таки уже давным-давно играем в одном чемпионате и варимся в одном соку, как говорится. И поэтому перспективы выхода в какой-то там Еврокубки или еще куда-то у нас не было этой перспективы. Поэтому мысль создать что-нибудь такое альтернативное, чтобы наша сборная и лучшие наши игроки могли где-то играть, она вот пришла именно вот в этом. Потом появилась Конифа, мы стали членами этого Конифа, первый чемпионат в Швеции. Для нас это был шанс проявить себя, показать. И, кстати, мы в Швецию поехали как сборная Абхазии по футболу. Это, кстати, посольство Швеции, благодаря, конечно, вот там Дима очень много поработал над этим. Они нам выдали визы именно как сборная команды Абхазии. Это был очень серьезный При этом венгры отказали. Венгры нам отказали, да, и мы прилетели туда и очень достойно приняли участие в этом чемпионате. И многие узнали о нас. Потом этот сам чемпионат в Абхазии, он привлек 126 журналистов, приехало к нам. Разных изданий. В том числе в такие истории, ведущие, как BBC, да, Times, в истории и так далее. современной Абхазии такого никогда вообще в истории не было. То есть даже в 2008 году, в 1993 году, в 2004, в 2014 такого не было никогда. Ну, в 2011 у нас еще был чемпионат мира по домино. Но он не привлек такое количество. 126 журналистов были все ведущие издания. То есть был Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. А Самур, я имею в виду немного и о детском футболе. Вот детишки. Мы знаем, что вот Денис Саргуш, многократный призер чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. После того, как он так показал себя, очень многие как бы начали заниматься борьбой и так далее. Могу сказать такую вещь. Вот в том году, когда у нас был, мы выиграли право проведения чемпионата в Абхазии, вот у меня в команде я почувствовал этот прилив, и я почувствовал, что потому что ряд футболистов, которые в принципе были готовы закончить с чемпионатом, они вернулись в чемпионат, начали готовиться усиленно. Вот, например, Тараш Хакбов, все его знают, он капитан нашего футбольного клуба, и он начал очень интенсивно готовиться, сбросил там десятки килограмм, набрал оптимальную форму и принял участие. То есть фактически это был стимул поднятия абхазского футбола. Ну а к чему нам еще стремиться? Мы должны где-то играть. Ну, вот. К Дмитрию я хочу снова перейти. Дмитрий, Астамур об этом сказал. В рамках прошлогоднего чемпионата в Сухум прибыла делегация УЕФА и были соответствующие переговоры. Мы об этом помним, освещала абхазская пресса, визит представителей УЕФА. Скажите, как прошли переговоры, что удалось достичь, есть ли какие-то конкретные результаты? Ну, представители УЕФА, которые присутствовали у нас здесь в Абхазии 2 раза, причем когда мы еще решали о проведении чемпионата в Абхазии, они тоже присутствовали, когда еще не было решено, проводить ли здесь чемпионат мира вот, по версии Конифа. Вот, они присутствовали как наблюдатели, естественно, все брали на заметку, то, что потом со временем они все это сформулировали и писали письма в ФИФА. Были они у нас и на чемпионате мира, вот, следили очень пристально за нашим чемпионатом.
И, конечно, они не ожидали, что такого уровня у нас будет и подготовка, и красивый футбол. Поэтому очень много хороших и доброжелательных, и нужных нам писем, вот, которые они отправили в целом ФИФА. Спасибо большое. Но все-таки, Дмитрий, я понимаю, что, может, это какая-то отдаленная перспектива, и тем не менее, есть какие-то шансы попасть? Шансы есть, они, в принципе, занимаются пока на стадии товарищеских встреч со сборными, даже командами, которые тоже согласны с нами будут встретиться в будущем. Вот. Но, естественно, время переговоров, и я думаю, что мы выйдем на уровень хотя бы начала товарищеских встреч, а там уже посмотрим. Как Бог даст. Мы ждем, да, то есть Я перспективы есть. Да, конечно. добавлю такой интересный эпизод. Мы сейчас были в Женеве и пытались пообщаться. УЕФА, это европейская организация международная, она находится в Нионе, в Швейцарии. Мы попытались с кем-нибудь из них пообщаться. Добрались в итоге до директора департамента международных связей. Ну, достаточно серьезная фигура, в общем. Вышли с ним на связь, даже на телефонную связь. В итоге начали говорить прямо по телефону с ним. Значит, что он нам отвечает? Он говорит, с большим удовольствием я готов там в личных отношениях встречаться с кем угодно, но как Федерацию футбола Абхазии мы не можем с вами встретиться. Вы не являетесь членами этой организации, поэтому мы этого сделать мы не имеем права, то есть юридически нам это запрещено. К нам должна обратиться какая-то федерация, которая является членом УЕФА. Ну там или российская, или турецкая, или итальянская, или французская, я не знаю, или грузинская. Тогда мы готовы с вами встречаться и обсуждать там любые вопросы. Ну, тут же мы сразу попытались развить тему крымского сценария. То есть в Крыму сейчас ситуация там обстоит таким образом. Крымские две команды начали играть в чемпионате России, когда Федерация Украины подала протест, значит, на совещании Россия, Украина и УЕФА было принято решение, значит, устраивающее всех, чтобы чемпионат Крыма вывести из чемпионата России и играть в свой чемпионат. То есть крымский чемпионат, они дали свою шапку им, и Навод хорошо знает эту ситуацию, и фактически получилось, они выделили человека специально, отдали свою шапку УЕФА, и сейчас чемпионат Крыма проходит под шапкой УЕФА, но без права выхода там на международные игры. То есть фактически, можно сказать, это полупризнание чемпионата, они еще и выделили там 1,5 миллиона евро выделяют на проведение этого чемпионата. То есть этот сценарий, да, поддерживать детский, то есть сценарий очень интересный. Когда мы начали эти вопросы задавать и говорим, что вы нам не даете возможности принимать участие, нарушение прав человека, вы нас блокируете, вы нам не даете права выезжать. Они говорят, а вы же принимаете участие в чемпионате по версии КОНИФА. Я вам хочу сказать, что для нас это было удивлением, что УЕФА, директор департамента международных связей, был в курсе, что мы принимаем участие в чемпионате по версии КОНИФА. Беслан, хочу вернуться снова к вам. Скажите, а после чемпионата мира прошлого года к нашим футболистам какие-то официальные предложения поступали по поводу того, чтобы перейти в другие клубы? Может быть, ну, это об этом лучше спросить, наверное, у футболистов. У нас вот есть может, вы ответите два представителя, которые играют на Северном Кипре, скажем так, лазутчики. Они знают это все изнутри, поэтому, может быть, спросить их, они поделятся. С удовольствием, Лаша, пожалуйста, начните. Добрый вечер. На самом деле, в прошедшем чемпионате мира я не принимал участие, а на Северный Кипр я попал совершенно другим путем, поэтому я не могу сказать, поступали ли предложения ребятам из Северного Кипра или откуда-либо. А где конкретно вы там играете? Футбольный клуб называется Бинатли, это суперлига Северного Кипра, такая же автономная республика, как и наша. У них проходит внутренний чемпионат, то есть суперлига, и есть еще первая лига, которая делится на красную и белую группы. Ну, что касается нашей, мы не автономная республика, мы уже признанная страна. Скажите, Лаш, хотел бы у вас спросить, насколько вот вы, человек, который знаете специфику, мастерство местных футболистов, насколько они готовы дать бой нашим ребятам, нашей команде? Как уже сказали ранее, команда очень усердно готовится к чемпионату, потому что, во-первых, они команда, принимающая этот чемпионат, и они проходят серьезные сборы, они отправились в Лондон. Там есть очень много ребят, которых я знаю, сборная у них очень сильная, сбалансированная, есть опытные ребята, есть и будут легионеры из чемпионата Турции, из премьер-лиги, из первой лиги, так что команда у них будет очень серьезная. Дмитрий?
Пожалуйста, вам слово. Как играется на Северном Кипре? За какую команду вы выступаете? Не на Северном Кипре? Нет, сказал просто Беслан, я так подумал. Еще есть. Есть еще один. Еще один, Шабат понял, Лоу, Дмитрий. да, он тоже Понял. На Северном. Кстати, Инал, спасибо, вы периодически меня корректируете, потому что, что касается Шабазов, футбола, кстати, на чемпионате, да. И... Дима представляет чемпионат России, первую лигу. чемпионат России. Да. А какую команду? Нефтехимик, Нижнекамск. Нижнекамск. Главный тренер сказал о том, что идут интенсивные тренировки, команда очень усердно готовится к поездке на Северный Кипр. Дмитрий, хотелось бы, чтобы вы нам рассказали и нашим телезрителям, из чего состоит распорядок дня футболиста. Вот как у вас начинается тренировочный день, с чего? Тренировки у нас проходят в 6 вечера, потому что попытались максимально приблизить игровые временные рамки, чтобы мы были готовы к тому, что будет там. Вот. Одна тренировка в день у нас, и в основном мы восстанавливаемся, надо восстанавливаться, потому что тренировки очень тяжелые, мышцы горят, тяжело, и надо восстанавливаться хорошо. Дмитрий, какая база используется при этом? Где вы занимаетесь? Да, мы живем в гостиничном комплексе «Гора Баграта». Мы в том году там жили, там все идеальные условия для проживания, для нас и питание, и отдых, и вообще и персонал к нам очень внимательно относится. Только слова поддержки и благодарности. И непосредственно там тренажерный зал, если вы выезжаете? Нет, мы выезжаем, сейчас мы пока тренируемся на стадионе Там «Динамо». созданы для нас все условия, очень доброжелательно, вот как Дима сказал, персонал, и надо их поблагодарить на самом деле, потому что они очень, все наши пожелания, все наши желания, скажем так, они выполняют, поэтому мы им очень благодарны, большое им спасибо за это. Спасибо. Дмитрий, снова вернусь к вам. Скажите, как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали чемпионом мира по футболу по версии Конифа? Первая неделя, особенно пребывание в Абхазии, конечно, была кардинально другое, было такое приятное безумие. Да? То, что, наверное, хочет каждый, множество спортсменов, которые работают, которые идут к какой-то цели, получили любовь болельщиков. Это самое важное. Вот. В принципе, потом, после переезда в Россию, возвращения, да, было большое количество поздравлений со стороны ребят, друзей, и потом все, снова работа, снова надо доказывать. А что касается нефтехимика, какое место в турнирной таблице занимает команда? Мы вылетели сейчас из первой лиги. Вылетели? Да. Понятно. Ну, это вы к этому не имеете никакого отношения, будем так считать. Не, я непосредственно один из. Инал, хочу предоставить тебе слово. Скажи, собираешься на Кипр? Нет, не собираюсь, но я буду смотреть все-таки Играть матчи собираешься? по интернету. А будет прямая трансляция. Давайте мы сообщим нашим Ну, телезрителям. наверняка будет, как в прошлый раз, трансляция. Вы должны знать об этом. но, Скорее всего, Нет, ну вы как Дмитрий, вы один из организаторов, так вице-президент как, Конифа. так как да, все 4 игры будут проводиться в одно и то же время, это 8 часов по местному времени, то есть Северного Кипра. Это плюс или минус по отношению к абхазскому времени? Это, по-моему, одинаковое время, да, одинаковое, у нас с Кипром сейчас, и это 8 часов вечера. Игры, которые будут проводиться на центральном стадионе Ататюрк, то есть они будут транслироваться в прямом эфире. Остальные 3 игры будут транслироваться, то есть в записи последовательно, да, то есть после то есть, окончания игры. ну, мы сможем, по-моему, любую игру выбирать и показывать. Да? Наверное, так, да? Ну, значит, на стадионах будут, естественно, и наш оператор. Вот он может снимать, и если позволит интернет-трафик транслировать ему с его аппаратуры для абхазского телевидения, то это, наверное, да, получится в прямом эфире. Астанур, скажите, что касается болельщиков, вы один из заядлых болельщиков, руководите футбольным клубом «Динамо». Скажите, поступают заявки, не поступают? Знаю, что анонсировалась возможность поездки на Северный Кипр. В Федерации футбола есть такой Алхас Монаргия, он этим занимается, у них коллега. очень хорошо это получается. Я знаю, что у них уже огромное количество заявок, они дошли какой-то договор с туристической компанией, я не помню, как она называется.
И у них очень плодотворно это проходит всегда. А вот вы сказали огромное, сегодня на пресс-конференции была озвучена цифра 20 всего. Ну, 20 это те, которые уже гарантированно летят. Вот. А так ему то есть, звонят и пишут. 20 человек это которые летят с командой. Да. А так, я насколько знаю, да, отдельно там они еще купили отдельно себе. Значит, они бронируют себе отели там разные. Полно народу. Здорово, отлично. Беслан, скажите о государственной поддержке. Команда получает эту поддержку со стороны государства? То есть ни в чем наши ребята не нуждаются с экипировкой, с непосредственно выездом, вылетом? Это будет чартер, я так понимаю? Абсолютно нет. Все наши пожелания, все то, что нам нужно, все у нас есть. Поэтому нам остается только готовиться и не ударить грязь лицом, но победить, потому что, как сказал ранее Инал, мы чемпионы мира, на нас налагаются определенные обязательства, мы не можем опускать планку ниже той, которую мы задали здесь в Абхазии. Спасибо большое. Дмитрий, скажите, прямая трансляция понятна, то есть представители абхазской прессы вы с собой не забираете, команда с собой не забирает. У вас будет свой оператор, федерация, который будет все снимать. Мы берем ваших коллег, оператора и журналистку, которая будет сопровождать делегацию весь чемпионат. Наш брат-журналист активно интересуется тем, попадет ли в национальную сборную Алексей Бондаренко. Вот. Все ребята, без исключения, выложились в прошлом году на все 100%. Все большие молодцы, но вот триумфатором признали Алексея Бондаренко, потому что в финальной игре именно он отбил несколько мячей. Его заслуженно признали, и он молодец на самом деле. Вытащил просто мертвый матч, скажем так. Если так можно выразиться, действительно. Да, он является одним из кандидатов, да, он также тренируется, поэтому будет готов, значит он поедет. Думаю, что ничего аналогичного в истории вообще футбола, наверное, не было. Я, например, никогда. При счете 3-1 проигрывая, выиграть 6-5, не знаю, вот здесь футболисты. Да, такого в истории не было. Из двух пенальти один хотя бы забить. Это фантастика какая-то. Саура, вот мне интересно, вы часто мысленно возвращаетесь в те июньские дни 2016? Конечно, часто возвращаемся. Я, кстати, между прочим, недавно совсем пересмотрел финальную игру полностью. И, кстати, вот хочу сказать ребятам, и вот старшему тренеру хочу сказать, что в принципе Пенджаб во втором тайме играл очень здорово. Очень. Мы во втором тайме практически ничего не создали. И вот этот чудо-гол, который забили на 98-й минуте, да, на 88-й минуте. Руслан Шонер забил. Был, конечно, фантастический матч. Не знаю, какие-то силы сверху, наверное, помогли нам сравнять этот счет, потому что было что-то невероятное. Инал. Это было самое запоминающееся, я думаю, в прошлом году, и никто, в принципе, и не ожидал. Если кто сейчас скажет, что вот ждал, нет, мы ждали победы. Вот такой ажиотаж вокруг этого чемпионата, что старушки приходили на стадион, что вся страна знала. У нас кто до чемпионата, я думаю, вот люди, которые вот только на футбол ходят, эти там раньше ходили, вот там 200-300 человек на игры, они там знали футболистов по именам. А так, что вот вся страна там, они говорили, вот Кортава забил, и бабушки говорят, Кортава Дима забил, да, и так далее. То есть это вот, в общем-то... Ну это был всеобщий подъем. Да, это всеобщий праздник, который, в принципе, никто так и не планировал. То есть никто не думал, что выльется именно вот в такое... как бы событие для страны огромное. Ну я помню, что до конца, да, были... Я думаю, то, что сейчас... с его версией. Нет, я просто тогда знаю, что, в принципе, и любые власти, вот, там, я не помню, всегда относились к спорту, ну вот сейчас денег надо найти, им отправить туда-сюда. А после такого, я думаю, вот сейчас у нас еще долго, я думаю, дай бог, чтобы мы не сбавляли не опускали этой планки. Дай бог, чтобы у нас так было, чтобы потом уже, вот как бы Беслан сейчас говорит, у нас никаких проблем нет. То есть и деньги нашлись, и все остальное. Не было бы этого успеха, я думаю, деньги выбивали бы, то есть это была бы большой проблемой. Ну, а сейчас вот им не надо отвлекаться на это, им надо вот тренироваться, готовиться и все. Ну вот смотрите, какая интересная вещь. Вот в Швеции первый чемпионат, да, тогда было это что-то новое, мы вообще не представляли, что это такое, как это будет все выглядеть. Но когда мы вышли из-под группы, мы же были каждый день на связи с нашими. Мы чувствовали ситуацию, какая в Абхазии.
мы знали, что люди уже на последней игре начали выносить телевизоры на улице, и ажиотаж начал уже очень серьезно подогреваться. Я даже помню, как мы сидели, собрание у нас было, и я говорю, если мы сейчас в четвертьфинале выиграем, мы в Южной Осетии в четвертьфинале играли за выход в полуфинал. Если мы выиграем, я говорю, у нас будет что-то невероятное. И так и было. Уже чувствовалась, вот, связь была с Абхазией, я чувствовал, что вся страна фактически, и нам наверняка тоже весь чемпионат в Швеции смотрел, люди уже готовились к тому, нам надо было выиграть. Вот то же самое, что и сейчас. Я вот уверяю вас, что если мы выберемся, ну как минимум в полуфинал, ажиотажа будет еще больше, чем то, что происходило на чемпионате. Дмитрий, если можно, я хотел бы задать вам следующий вопрос. Естественно, был разбор полетов. Вот у вас в Федерации Конифа обсуждалась подготовка, проведение чемпионата мира в Абхазии. Какая оценка была дана Абхазии, стране в целом, организаторам вообще в плане подготовки? Что говорили наши европейские друзья, партнеры? Вы представляете, как для киприотов, для кипрской стороны, которая подала заявку для проведения чемпионата и которая потом как бы своевременно получила, то есть ответ положительный, каким было изначально тяжело сделать похожее, хотя бы минимум того, что мы организовали здесь в Абхазии. Поэтому даже когда вот мы прилетали на Северный Кипр, проверить о подготовке на тот момент, это считай, за 2 месяца до начала чемпионата, вот, и, естественно, в беседах употреблялось, да, то, что вот мы постараемся сделать то, что вы сделали в Абхазии, вот, и, естественно, наша позиция была, чтобы мы не занижали планку того, что было в Абхазии, чтобы это было, ну, хотя бы такой же чемпионат с открытием, вот, с организацией и, естественно, там уже и с закрытием. Я как понял, у них открытие будет и игра будет сразу. То есть, видимо, открытие будет более такое короткое, наверное, да? Но у них будет в день, то есть открытие будет, да, то есть, ну, сейчас масштабы их, репетицию мы не видели, вот, масштабы их открытия, мы можем сказать, что у них будет открытие, но масштаба открытия мы не видели, не знаем. Ну, может, все будет происходить, да, то есть, да, я думаю, более-менее там скромнее, но я думаю, что будет организовано и, я думаю, со своими эффектами. Беслан, в прошлом году не вы руководитель национальной сборной, а руководил Джума Кварацхелия. Скажите, как вы сейчас оцениваете состояние команды в целом? Как идет подготовка? Я опять хочу вернуться к первоначальному своему вопросу, потому что все-таки команда, хотя для вас не была новой, но тем не менее, вы как бы вступили на пост главного тренера. И тренером, да, понятно, но тем не менее. Ну, команда этого года, ну, на мой взгляд, она стала чуть моложе. Мне так кажется. Потому что ушли ряд игроков. Ну, не то, что ушли. Мы не пригласили в сборную ряд игроков. Вместо них взяли ребят молодых. Надеемся на то, что они себя проявят не хуже, чем те ребята, которые в ней выступали. Говорить о том, готовы ли мы сейчас к чемпионату мира, я вам честно скажу, вот сейчас мы не готовы к чемпионату мира. Но у нас еще есть, скажем, 10 дней. Мы будем тренироваться до 3 числа. И 5 числа, когда мы будем играть со сборной Южной Осетии, тогда мы сможем вам ответить на вопрос. В смысле, игра сможет ответить вам на этот вопрос. Угу. Поэтому... Инал? Но сейчас Беслан действительно сказал, что пока, конечно, команда не готова. Да, я помню прошлогодний чемпионат. Первый матч со сборной Донецкой ДНР играли, и тогда 0-0, он, кажется, завершился, и там за весь матч наша команда 1 удар по воротам совершила. И тогда думали, что эта команда, вот только у нее сборы, она готовится. То есть это как процесс приготовления блюда. Да? То есть блюдо будет готово уже, вот команда должна быть готова уже перед вылетом, уже к чемпионату. Вот кстати, предполагаются какие-то товарищеские матчи? В прошлом году активно... будет опять же со сборной ДНР, да? У нас будет товарищеский матч 28 числа на стадионе «Динамо». По-моему, в 17:30, поэтому мы приглашаем всех болельщиков. Но это будет, скажем так, проверочная игра, контрольная игра. Мы попробуем использовать как можно больше наших ребят, попробуем сыграть 2 составами, посмотреть всех в деле.
и уже будем делать какие-то выводы дальше. У нас на самом деле не так много времени, но и не так мало. Поэтому мы готовимся в штатном режиме, скажем так же, как и готовились к чемпионату, который проходил в Абхазии. Но есть какие-то там свои нюансы, потому что все-таки мы поедем в страну, где будет очень жарко в это время года. И не учитывая этот фактор нельзя, там будет очень жарко. И то, что они будут делать игры в 8 часов вечера, конечно, ну, это на самом деле неплохо. Но будет, я думаю, что фактор именно погоды и тех климатических условий, я думаю, все равно он будет сказываться на самом матче. Поэтому мы готовимся очень серьезно и собираемся, на самом деле, не то, что там подтвердить свой титул там, чемпиона мира, но мы сделаем все возможное. Сколько в заявке игроков у нас должно быть по регламенту? По регламенту, по-моему, 23 игрока. Но на самом деле вот сам турнир, он очень скоротечный. 5 игр. Нет смысла брать столько игроков. И мы планируем взять на этот чемпионат 18 полевых игроков и 2 вратарей. Потому что я просто вот могу вам сказать, что учитывая то, что у нас был определенный опыт последнего чемпионата, то нет смысла брать игроков больше. 20 человек это оптимально, я вас уверяю, поэтому там игры идут каждый день, потом будет какая-то игра через день. Я думаю, тем количеством игроков, которые мы планируем, я думаю, нам этого будет достаточно. А в сборах сколько человек участвует? В сборах? Да. В сборах, ну вот на сегодняшний день у нас 25 человек. То есть, 5 человек. 5 человек. Да, 5 человек. Там 1 вратарь и 4 полевых игрока не попадут в сборную. Но это... еще должны подъехать. Да, еще подъедет. Я вместе с ними считаю. Еще подъедет Андрик Хагуш, еще подъедет Русик Шоня, еще должен подъехать Сандру Цвейба. И остальные все приехали. Русик Шоня это о котором вспоминал Астамур. У нас, например, есть парень, который играет, совсем молодой парень, Даур Квискири. Он играет в чемпионате Сербии, высшей лиги. Очень интересный парень. Давно он у нас на слуху, просто на самом деле молодой парень. Но, знаете как, надо брать молодых. Я считаю, что футбол это все-таки дело молодое такое. Поэтому мы вот взяли молодых ребят. Надеемся на то, что они себя проявят, потому что они все, на самом деле, общаясь с ними, ты понимаешь, они все патриоты и готовы там рвать и метать за свою страну. А вот что касается патриотической составляющей, на это тоже делается упор? То есть это не только это самое главное, это самое главное, на самом деле это самое главное. Те ребята, которых мы не взяли в сборную, я знаю, точно есть и определенные обиды и так далее. Вот как Астамур сказал, есть ребята, которые уже ушли из футбола, но потом они в него вернулись в надежде на то, что на них обратят внимание тренеры сборной, их возьмут в сборную, понимаете? К сожалению, как говорится, заявка она не резиновая. Есть 20 человек, и в эти 20 человек должны попасть, и попадут те, которые будут именно на эту минуту, не потому, что кто-то был чемпионатом мира, кто-то был победителем чемпионата мира, а именно на эту минуту, который, вот, по мнению главного тренера и его помощников, будет сильнее, чем остальные. Я хотел бы вернуться к Лаше с Димой. Я в самом начале представил их как членов национальной сборной, но Беслан потом меня немножко поправил, сказал, что вы кандидаты в члены национальной сборной. Скажите, ребят, что вы делаете, чтобы попасть в итоговый состав? Как выкладываетесь лучше других? Я не знаю, как все это происходит. На самом деле, чрезмерное желание тоже может сыграть с каждым в злую шутку, потому что когда ты распыляешься, пытаешься играть на нескольких позициях, это не приносит никакой пользы. Поэтому я считаю, что следует просто выполнять свои функции, которые от тебя требуют, ну и, конечно же, желание и усердие, которые и тренеры сборной никогда не обойдут стороной тебя, если все будет так. Спасибо, Дмитрий. Тут такой вопрос, знаете, не совсем, чтобы ответить на него так, это комплекс причин, ты должен быть готов круглый год к этому. Ты не можешь прийти и вот ты 10 дней, за 10 дней сотворить чудо. Ты должен до этого быть тоже подготовленным. То есть, вот так вот, если ты круглый год держишь себя в тонусе, готовишь, ты знаешь, что у тебя важнейшее соревнование летом, значит, надо себя вести правильно. И все, приехал, тренируешься, а там дальше уже есть компетентные люди, которые правильное решение примут. Совершенно правильно говорит. Все потенциальные кандидаты сборной были оповещены о том, что мы с каждым говорили, сказали, что летом будет чемпионат мира, мы на вас надеемся, готовьтесь.
Поэтому все должны были держать себя в тонусе и готовиться к чемпионату. Астамур, скажите, а вот что касается национального первенства по футболу, там сейчас образовывается небольшая пауза, да, в связи с проведением чемпионата. Когда мы начинаем снова? Сейчас у нас пауза наступила, первый круг закрыли мы, и я точно не помню дату начала, но это будет, я так думаю, в конце июня, наверное. Июня. Да, я не помню точно начало второго круга, но приблизительно так. Ну, тут, наверное, не в этом сейчас дело, что пауза в чемпионате наступила. Главное, это то, что у нас есть национальная сборная, мы на нее все молимся, радуемся и даем понять всем, что у нас есть очень хорошая команда, которая способна играть, наверное, еще и в любом чемпионате, наверное, мы все-таки стремимся к какому-то там другому решению, да, чтобы много разговоров вокруг этого ходит. Поэтому вот этот фактор, наверное, самый важный, все-таки мне так кажется. У нас... Дмитрий, уже известно место проведения следующего чемпионата, он уже будет чемпионатом мира, или пока еще нет никаких договоренностей? Да, известно уже, это будет в Англии, в Лондоне. Вот. Более того, спонсоры в этом случае в Англии пошли на то, что они примут 16 сборных. Это будет самый большой чемпионат. Что касается абхазской сборной, мы получили соответствующее приглашение? Ну, мы действующие чемпионы, мы автоматом попадаем, да, то есть на чемпионат мира в Лондоне. Инал, в Лондон поедете, я так понимаю. Лондон там Инал хорошо знает все. Инал, вы хотели что-то добавить, сказано? Ну, На английском. Я думаю, в принципе, вот в Лондон поехать не проблема будет, потому что там для сборной Абхазии, в отличие от, допустим, В Лондоне нет проблем. Нам уже... Для нас, кстати, они говорят, никуда уже безвизовый не въезд. проблема. Да. Ну что, главное, я думаю, сейчас нам вот этот чемпионат выиграть. Да. И, кстати, у меня вопрос, то есть ты мне говоришь гостем быть, вот мне хочется вопрос задать. Да, конечно, я же сказал, что вы сегодня понятно, мой что помощник. Кипр Инал. очень сильно готовится, да, к этому чемпионату. Вообще, насколько нынешняя сборная отличается от того состава, который вот был у нас здесь в Абхазии? На сколько процентов? На сегодняшний день Костяк тоже еще не обнародовали свой состав. Костяк сохранился, но с учетом того, что многие ребята не смогли приехать в Абхазию по паспортным причинам. Не смогли покинуть свою страну, у них тоже есть кое-какие проблемы между с ними и другой частью Кипра и той же Турции. И еще у них есть новых несколько игроков из самой Турции. Это очень большое подспорье для них. Я так понимаю, в принципе, можно лететь в греческую часть Турции, Кипра тоже. Оттуда переехать потом туда, да, наверное? Нет, там буферная зона. Там... Буферная зона, в которой мы, кстати, бывали в ней, там находится ООН. Ну, граница там открыта, свободная. Ну, исключительно для жителей, граждан. Если стоит... Если Шенген виза стоит, то нет проблем. Это хочется сказать для болельщиков. Из Москвы летит прямой рейс. Поэтому, в принципе, можно полететь из Москвы прямым рейсом прямо на Кипр и там потом... Никосию, да. Есть еще и рейс через Стамбул, через Стамбул. Потому что мы вот летим чуть-чуть сложно. Мы в 4 утра у нас вылет в Стамбул, в 6 мы прилетаем, и до часу дня нам придется ждать перелета потом. В час дня мы только перелетаем туда. Уважаемые друзья, мы практически завершаем наш сегодняшний прямой эфир. Будем завершать на такой оптимистичной ноте. И хотел бы, чтобы вы поделились своими внутренними ощущениями по предстоящему чемпионату Европы. Нет никаких сомнений, что абхазская сборная победит обязательно, но тем не менее. Инал, как ты хочешь напутствовать нашу сборную? Ну, конечно, мы хотим. Думаю, теперь после того чемпионата уже все фанаты футбола. Все фанаты. Да. Раньше только ты и Валера Кураско болели за футбол. А сейчас еще бабушки, о которых ты вспомнил. Да, сейчас уже все бабушки, они уже календарь уже все отметили, с кем играет сборная Абхазии, они все следят, у них есть уже любимчики еще с прошлого чемпионата, то есть они уже всех поименно знают. Двое из них находятся в нашей студии. И боюсь, Беслану после того, как будет объявлен состав команды, со стороны вот этих болельщиков будут вопросы, а почему тот не попал, этот не попал. То есть, пятерку нужно определить, Инал, в любом случае, которую придется отсеивать. Если серьезно отсеивать. говорить, конечно же, сейчас уже раньше вот как-то не очень, как-то так спокойно относились к тому, что там сборная Абхазии играет, там, а Астамур говорит, там в Швеции большой интерес. Нет, это со Швецией казалось, что здесь большой интерес, но в реальности вот как бы
это смотрели те, которые постоянно смотрят футбол. А, кстати, это те, третье наше которые участие, да, первый раз Астамур? футбол увидели, когда вот Да? здесь у нас проводился чемпионат мира, они тогда и не знали, что в Швеции сборная Абхазии играла. А сейчас, я думаю, вот страна, вот как бы уже для них это уже такая традиция становится хорошая, болеть за сборную Абхазии. Она будет участвовать сейчас в ранге чемпиона мира, там, уже в чемпионате Европы, и, естественно, все будут обязательно смотреть. Если они там не смотрят там Лигу чемпионов большинство, да, там, или там другие какие-то элитные чемпионаты не смотрят, но вот сборную Абхазии они все будут смотреть. Ну вы какую-то кричалку готовы сейчас произнести, Инал? Не, ну Нет? я не по этой части, к сожалению. Ну напутствуйте Беслана, Диму и Лашу. Мы все ждем победы, да, все. Все сейчас. Что еще должен я сказать? Все, Инал. Леон. Все. Астамур, пожалуйста. Ну, я хочу, во-первых, конечно, сказать, что мы на самом деле очень сильно болеем за нашу сборную. Надеемся, что она, конечно, как минимум попадет в финал. Мы, на самом деле, по силе способны это сделать. Ну, чуть-чуть надо, чтобы должна быть фарта небольшая. В футболе есть такое понятие. Я хорошо это знаю, что это такое. Я думаю, нам повезет. Поэтому все у нас получится. Кричалки мы придумаем. Форму уже сборная купила. Тренер великолепный. Тренировочный процесс хороший. Погода тоже хорошая. Единственное, что мы сейчас, наверное, вот, я думаю, на искусственные поля тренируемся, а перейдем, наверное, на естественные. Потому что там будем на естественном играть. Завтрашний день мы переходим Да, вот. на естественное покрытие, потому что надо сказать, что на Кипре все поля будут натуральные. Вот, Лаша говорил тоже, что очень хорошего качества, и нам нужно тоже соответствовать. Это наш республиканский стадион будет, Да, да? республиканский стадион. Мы будем проводить тренировки там. Так что болеем мы, я лечу тоже с командой, я принимаю тоже самое активное участие. Так что будем болеть и держать кулачки. Будем обязательно. Дмитрий, вам слово. Кулачище. Да. Но, как ранее сказал Инал, на самом деле популярность и интерес к футболу даже у неболельщиков проявился намного больше, и там и бабушки, и дедушки. В общем, в целом следят за уже следующими, да, то есть чемпионатами, где и когда будут проходить. Вот. Более того, еще дополню, французский журналист и также там оператор после чемпионата мира в Абхазии вот, начали создавать фильм про Абхазию, вот, в целом про Абхазию и про национальную сборную, которую вот, будут и на Кипре сопровождать, и, наверное, они на Кипре, как мне написали в письме, хотят закончить этот фильм и потом нам, наверное, его прислать сюда, в Абхазию. А вот интересную тему вы затронули. Какой-то презентационный ролик абхазская сторона, абхазская команда везет с собой туда? Да, мы везем, естественно, да, там, ну, помимо гимна там и вот и там флага, вот, то есть мы, да, то есть везем туда. Я вот, насколько знаю, ГТРК сейчас готовит ролик рекламный для нас специально, да, по-моему, они вот, я знаю, сейчас интенсивно над этим работают, и вы его повезете туда показывать. Ну, я не знаю, по-моему, так это. Вы Здорово. не в курсе этого? Я не в курсе. Не в курсе, да? Ну, Я думаю, что вы правы, готовится. Лаша, пожалуйста, вам слово заключительное. На самом деле мы узнали на прошедшем чемпионате мира, как в Абхазии умеют болеть, как болели за нас. Я сам являлся болельщиком, наблюдал со стороны, очень переживал. Хочу сказать, что в Турции будет на Северном Кипре, там проживают в большинстве турки. Они очень сильно будут, я сам на себе почувствовал, как они поддерживают команду, поэтому нам будет очень тяжело, но я очень хочу, чтобы о таком маленьком клочке земли, как мы, чтобы узнали в Европе, что мы существуем, что мы можем добиться громадных высот, и чтобы о нас заговорили не только в Абхазии, но и во всем мире, и по праву. Дай Бог. Дмитрий, пожалуйста. Ну, во-первых, большое спасибо всем тем, кто будет за нас переживать. Футбол, как и любой спорт, он справедлив в большей своей части, и поэтому, если мы будем заслуживать, мы выиграем этот чемпионат. Вот. А для этого мы прикладываем сейчас все свои силы. Так. Спасибо. Беслан. Ну, я думаю, я соглашусь с Димой. Я думаю, что как мы подготовимся, так мы его и проведем.
Поэтому все зависит от нас, все в наших руках, в наших ногах и головах, я думаю. Все зависит от нас. А за пожелания, конечно, огромное спасибо. Мы знаем, что за нас болеют и будут болеть в Абхазии. Поэтому спасибо всем большое. Мы постараемся не ударить грязь лицом. Кстати, что касается поддержки болельщиков, в Турции, как известно, проживает большая абхазская диаспора. Я думаю, что они тоже составят определенную часть на трибунах. Как думаете, Инал? Я думаю, и в самом Северном Кипре наверняка найдется те, которые поддерживают сборную Абхазии. Там есть наши студенты, кстати, учатся. Так что поддержка будет. Спасибо, уважаемые друзья, коллеги. Искренне желаем побед, потому что, я так понимаю, несколько игр и нет никаких сомнений. Я лично уверен в победе нашей сборной. Удачи. Удачи вам. В завершении, уважаемые телезрители, не могу не вернуться к прошлогоднему чемпионату мира. Год назад я писал об этом, сегодня хочу сказать снова. Такого единодушия, как в те июльские дни, давно в нашей стране не было. Лица людей, пришедших поболеть в финале за национальную сборную, буквально светились от гордости за свою страну, за свой народ, за своих воинов, давших возможность побеждать уже в мирной жизни. Уверен, Абхазию ждут новые победы в экономике, культуре, спорте, искусстве. Самое главное, в отношениях друг с другом. Пора прекратить делиться на своих и чужих. Пришло время созидать на благо страны и народа. Нашим футболистам, а еще Лере Адлиба мы желаем удачи. Держим кулачки и ждем побед. Благодарю собеседников за интересный разговор. Вас, уважаемые телезрители, за внимание. Увидимся уже в июне. Всем доброй ночи. Абзерас. И того удара. Спасибо большое.